Здравствуйте. Можете в двух словах про ваш проект? Да. Так, я думал, это будет немножко динамичнее. Так, наш проект имеет приложение. Приложение – это совокупность всех наших любимых коммуникаций в одном приложении. Ага. Это значит, оно содержит социальные сети, и мессенджер, интернет-магазины, все услуги, все ведомства и многое другое. Но это не все. За ней стоит огромная база. Эта база мы называем цифровой кабинет, который подходит для бизнеса, подходит для ведомств. И в этом цифровом кабинете очень мощный функционал, который упростит, убыстрит работу любого специалиста. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Расскажите в двух словах про ваш проект. Здравствуйте, у нас приложение по поиску нянь. Работает оно по принципу драйвера. Клиенты оформляют заказы, указывают количество детей, необходимое время для посещения няни. Няни делают свои ценовые предложения, то есть клиент может выбирать как по цене, так и по отзывам няни. Для клиентов приложение полностью бесплатное. Няню мы проверяем, модерируем, проверяем документы и по завершении заказа берем комиссию в определенный процент. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект вкратце, буквально в двух-трех предложениях. Благодаря проекту «Страсинема» можно устраивать кинопрокат без особых огромных затрат. Ага, и он собой представляет кинопроектор, да? Да. Ага. Хорошо. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, рассказать в двух, буквально трех предложениях про ваш проект? Это проект Green Energy. Мы производим электровелосипеды Friendly. Бывает трех видов: грузовые, пассажирские и служебные. Я его вижу сзади, да? Да. Как я понимаю. Ага, хорошо. Главное преимущество является в том, что по грунтовым дорогам более проходимый и грузоподъемность до 150 килограммов. И на одном заряде может проехать до 50 километров. Спасибо. Здравствуйте. Можете буквально в двух-трех предложениях рассказать про ваш проект? Наш проект, у нас получается две задачи. Первая — это у нас обучение людей, взрослого мышления, программировать дроны. И между тем у нас идет концепт сборки дронов, то есть мы хотим разработать свой дрон и тестировать его в наших условиях. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект в двух словах. Коротковолновая радиостанция – альтернатива спутниковой связи. Так как спутниковая связь попала у нас под санкционное, так сказать, давление, возможно отключение в любой момент. Так что это, можно сказать, самое лучшее решение, альтернатива такой связи. Ага, как ваш проект называется? Безопасная Арктика. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Расскажите в двух словах про ваш проект. Что это на Вахту РФ? Это проект по системному увеличению доли местных трудовых ресурсов в промышленной отрасли из числа местного населения. Вообще проект родился от боли и чаяний местных тружеников, которые много лет не имели возможности трудоустроиться, не знали, куда подать документы, как обучиться. И вот наше решение позволило уже в первый год более 1000 человек трудоустроиться в промышленной компании. Более того, мы получили очень хороший обратный эффект от самих промышленных компаний, потому что специалисты, мотивированные кадры сейчас очень востребованы. Мы, пошли дальше, и кроме обучения, координации медосмотров и координации передвижения до мест работы, будем также дальше работать над закреплением промышленной компании. У нас есть собственная система наставничества, она называется система старших, где более 80% наших кандидатов закрепляются в компании. Хорошо, спасибо.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в 2 словах про ваш проект. Здравствуйте. Мы разрабатываем медицинское программное обеспечение для врачей-рентгенологов посредством машинного обучения и компьютерного зрения. Во время пандемии COVID-19 мы протестировали наши ПО 16 медицинских организациях города Якутска и Республики Саха. После этого приняли решение, что наш программный комплекс эффективен, и начали разрабатывать его дальше. Последовало расширение. В 2021 году у нас появился новый модуль Siberia Head для обработки ОНМК головного мозга. И в 2022 году мы смогли адаптировать наше ПО под отечественный процессор Эльбрус. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект буквально вот в нескольких словах. Это для прессы или нет? Да. Я не могу, к сожалению, давать. Ну, могу рассказать просто про компанию, мы разработчика системы информационной безопасности. Собственно, у нас представлена здесь линейка. Мы разрабатываем систему по защите баз данных, защите сетевого периметра, защите DDoS-атак, DLP-системы, система по экономической безопасности. Ну, собственно, у нас здесь представлено описание на рынке уже более 15 лет. Работаем по всей России. Клиенты есть в том числе на Дальнем Востоке. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вкратце про ваш проект, что он из себя представляет. Здравствуйте. Мы являемся системными интеграторами в России, получается, в Республике Саха-Якутия. Мы представляем, получается, оборудование на российском железе, ICL, ноутбук ICL, установленные на них, получается, операционная система Astra Linux, в реестре Минпромторга. Данная операционная система разработана в рамках проекта импортозамещения. На текущий момент в связи с агрессивной политикой стран Запада и блока НАТО, в связи также с ограничением поставки продукции Microsoft в Россию, правительством России было принято решение о переходе на отечественное программное обеспечение, коим является Astra. Astra построена на базе Linux дистрибутива. Операционная система Astra Linux обеспечивает безопасность на разных уровнях в зависимости от используемого дистрибутива. Под Linux подобной операционной системой на текущий момент сейчас вирусов, можно сказать, нет. Там несколько, 1, 2, 3 штуки будет, и то их нужно запустить самостоятельно, подтвердить установку и сам эксплойт. Кроме того, у Astra минимальные системные требования, которые позволяют использовать ее на компьютерном железе 10-летней давности, в отличие от той же Windows 10, Windows 11, где искусственно задушено использование современной системы на старом железе. Позволяет ли платформа работать на ней в каких-нибудь там специальных программах, там монтаж, например, программирование? Да. Данная платформа полностью позволяет использовать графические редакторы, программы нелинейного монтажа, программы для разработки, для кодинга, и программы для 3D-визуализации, то есть без ограничений. С использованием системы Proton также на данной системе можно запускать игрушки. Это актуально для тех людей, которые хотят установить дома и играть с полноценной использованием. Хорошо, спасибо. Не за что. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект в 2 словах. Здравствуйте, меня зовут Роза Баишева. Я маркетолог компании Skillometer. Skillometer — это образовательная платформа, с помощью которой люди могут выбирать обучение, смотреть, какие навыки актуальны в различных профессиях. Вы можете посмотреть, какие вакансии сейчас актуальны в вашей профессии, и выбрать курсы для того, чтобы учиться. Вы здесь интегрированы с курсами от университета 360, это проект СФУ. Например, вот есть такой курс «Ген и экспорт наук по наноматериалам». Мы запускаем также курс «Карьерный старт», с помощью которого можно выбрать навыки и понять, какие работы для вас наиболее подходят. Пройти собеседование и трудоустроиться в крупные компании.